Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире вечерние новости. В студии Менджабону и Акбарали. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, уважаемый Борис Джонсон, обменялись поздравительными телеграммами по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами. В поздравительной телеграмме президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, уважаемому Борису Джонсону, говорится: «Ваше превосходительство, имею честь выразить вам и дружественному народу вашей страны наши добрые пожелания и сердечные поздравления по случаю празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Вызывает удовлетворение, что за истекшие годы отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества наших стран, последовательно развиваясь в позитивном русле и в интересах сторон, обрели качественно новый уровень. Таджикистан считает весьма важным дальнейшее укрепление и расширение добрых связей с Великобританией, которая в числе первых официально признала его независимость. В этом контексте мы прилагаем постоянные усилия по развитию устойчивого и долгосрочного сотрудничества с ней во всех сферах взаимных интересов. Уверен, что совместными стараниями сторон отношения партнерства двух стран и впредь будут иметь плодотворное продолжение, наполняясь в будущем новым содержанием. Пользуясь приятным случаем, желаю вам, господин премьер-министр, крепкого здоровья и новых успехов, а дружественному народу королевства мира, спокойствия, благополучия и всевозрастающего процветания». В поздравительной телеграмме премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, уважаемого Бориса Джонсона, президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону, говорится: «Уважаемый господин президент Рахмон, Соединенное Королевство и Республика Таджикистан 15 января отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Пользуясь возможностью, хотел бы искренне и с теплотой подчеркнуть важность укрепления наших взаимоотношений для Соединенного Королевства. За последние 30 лет Соединенное Королевство и Республика Таджикистан на принципах дружбы и взаимопонимания принимали совместные усилия с целью развития тесного партнерства, которое охватывает сотрудничество в областях безопасности и обороны, человеческого развития и экономики, а также торговли и культуры. Соединенное Королевство является стабильным партнером Республики Таджикистан и в будущем останется им в вопросах поддержки ее устойчивого развития и совместной борьбы с общими и глобальными угрозами в сфере безопасности и изменения климата. Надеюсь на последовательное развитие наших взаимоотношений и в будущем». К другим темам. Сегодня более 2 миллиардов человек по всему миру не имеют доступа к чистой питьевой воде, а более 4 миллиардов живут без элементарных условий санитарии. Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, которая является 4-й водной инициативой, выдвинутой на глобальном уровне Таджикистаном, призвана содействовать достижению устойчивого управления водными ресурсами и их рациональному использованию. Эффективная реализация водных инициатив Таджикистана направлена во имя всего человечества. 2003 год – Международный год пресной воды. 2005-2015 годы – Международное десятилетие действия «Вода для жизни». 2013 год – Международный год водного сотрудничества. 2018-2028 – Международное десятилетие действия «Вода для устойчивого развития». Таджикистан, выступая в качестве лидера глобальных начинаний в вопросе, связанной с водой, неоднократно был принимающей стороной в проведении мероприятий высокого международного уровня, в том числе симпозиумов и конференций по решению водных проблем. Так, Международная конференция высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы состоялась в городе Душанбе 20-21 июня 2018 года с целью обсуждения путей достижения
достижения целей десятилетия, содержащихся в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 21 декабря 2016 года и содействия осуществлению повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Вторая международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы состоится в июне 2022 года в Душанбе. Наряду с тем, что президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выдвинул 4 международные инициативы, касающиеся воды на планете, он также активно участвует в реализации этих международных инициатив, в том числе в обеспечении Центральноазиатского региона чистой питьевой водой посредством создания международного консорциума по использованию воды Сарецкого озера и Международного фонда спасения ледников, направленных на решение региональных проблем. Ежегодно в Таджикистане отмечают праздник сада в качестве ритуала земледельцев и садоводов и в целом как народную традицию. В парке культуры и отдыха имени Абулькасима Фердауси города Душанбе по инициативе Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан и исполнительного органа государственной власти города Душанбе с особым размахом и торжественностью отметили удивительно красивый праздник сада. Тему продолжит Зумрат Файзиева. Согласно историческим и литературным источникам предков таджиков, праздник сада является символом тепла, света и победы человека над темными силами. От этого древнего праздника до сегодняшних дней в наследство остался целый ряд традиций и обычаев, культурные и литературные образы, опыт, заложенный земледельцами, и эти духовные ценности объединяют сегодняшние поколения с более 6000-летней историей таджикского народа. В выходные дни в парке культуры и отдыха имени Абулькасима Фердауси города Душанбе было многолюдно. Праздник сада отметили с особым размахом. Внимание участников и гостей привлекли выставки саженцев и семян, рабочих инструментов земледельцев, разнообразных национальных блюд и народных ремесел, в которых приняли участие труженики со всех регионов Таджикистана. Земледельцы представили сельскохозяйственную продукцию, олицетворяющую праздник сада. В городе Турсунзода в необходимом количестве подготовлена сельскохозяйственная техника. Кроме того, осуществлен отбор качественных и урожайных семян для весеннего сева. Здесь на празднике сада происходит обмен опытом в сфере сельского хозяйства. Земледельцы города Турсунзода в 2022 году намерены вырастить новые сорта продукции и собрать добротный урожай фруктов и винограда. В ходе своего выступления на открытии празднования сада заместитель премьер-министра страны Сулаймон Зиозода подчеркнул, сада знаменуют собой конец зимы, приближение весны и начало работы земледельцев. Как только холода спадают, земля впитывает в себя влагу дождей и снегов. В давние времена этот праздник проводился на просторных полях, предгорьях с участием всего населения, что свидетельствует о единстве и сплоченности наших предков. Праздник сада является предвестником весенних полевых работ, уборки улиц и домов, очистки арыков. Во время праздника сада земледельцы занимаются подготовкой качественных семян и удобрений, готовят инструменты и землю для весеннего сева. Также проводят обрезку деревьев и принимают меры по борьбе с вредителями и болезнями. 50 ночей и 50 дней до наступления праздника Навруз побуждает таджикистанцев к расширению всесторонней подготовки к достойной встрече международного Навруза и весеннего сева. Сада наряду с поистине народными праздниками Навруз, Тиргон и Мехргон является одним из древнейших традиций таджиков. В период независимости Таджикистана этот красивый праздник возродился. Также в честь праздника сада состоялась ярмарка-продажа плодоносящих и декоративных саженцев, цветов и кустарников. Ответственные лица Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан вручили участникам грамоты и памятные подарки.
Известный таджикский дзюдоист Комроншох Устопирион завоевал бронзовую медаль на первых соревнованиях 2022 года по дзюдо Гран-при Португалии 2022. Международный турнир прошел с 28 по 30 января в городе Алмада, Португалии. В первом турнире года приняли участие более 300 спортсменов, 179 мужчин и 122 женщины из 41 страны. Победители и призеры соревнования наряду с медалями были награждены денежными премиями. Таджикский боксер Давлат Болтаев завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по боксу среди юношей до 22 лет, который состоялся в Ташкенте, Узбекистане. Другие таджикские спортсмены – Сумая Косимова, Акбарали Абдурахмонзода, Абдумалик Болтаев, Некрус Салимов, Шахбоз Хаитов и Мухаммад Аброриддинов стали серебряными призерами. А Малика Нозимова, Хусния Холова, Хусраухон Рахимов и Расул Ахадов завоевали бронзовые медали. Из 18 членов сборной Таджикистана на чемпионате Азии по боксу среди юношей медали завоевали 11 человек. 1 золотую, 6 серебряных и 4 бронзовых. Всего в чемпионате Азии по боксу приняли участие 190 спортсменов из 12 стран мира. Это были главные новости к этому часу. Всего доброго!